Мутная вода, неприятный запах и мусор, разбросанный возле русла реки. Вот такой вид вырисовывается с банного моста на улице Висаитова. Загрязняют воду как сами местные жители, так и предприниматели, которые ведут свой бизнес вблизи реки Сунжи. По каждому случаю специальной комиссией дается 10-дневный срок хозяевам дома и предпринимателям, чтобы устранить нарушения. Однако, по словам жителей, проблема с вбросами сточных вод существует более 10 лет. Пока одна часть населения незаконно прокладывает трубы, другая обращается в Минприроды, чтобы как-то решить этот вопрос. Жители надеются, что все же удастся и запах ликвидировать, и сделать все возможное, чтобы их дети смогли вновь поплескаться летом в речке. Вон канализационные люки, вон сейчас проскакиваешь, вон сетки. Сразу машину втягивает этот запах. А откуда запах? Это зараза стекает сюда. Так это матнулой. Минприроды, городская администрация и Росприроднадзор выехали на место, чтобы разобраться с проблемой. Выяснилось, все дело в Сунжинской районной больнице. К слову, это не первый раз, когда медучреждение сливает сточные воды. Госорганы периодически берут пробы и выписывают медучреждению штрафы. Для юрлиц они достигают иногда и 1 миллиона рублей. Вот эти меры помогают? Меры нет, не помогают. Данный сброс, если меры какие-то помогали бы, данного сброса не было бы. Стоки в реку направляются и через канализационные трубы жилых домов, заявляет Росприроднадзор. Только зафиксировать такие нарушения сложнее. Штраф физлицу за подобное нарушение предусмотрен в размере 4000 рублей. В одном только Назрановском районе вытащили порядка 500 труб. Экологи бьют тревогу. Помимо того, что загрязняется сама вода этими сточными водами, помимо этого тут и гибнут микроорганизмы, идет заражение, так как также мы понимаем, что в этой же речке летом купаются и дети, там же пьет воду и скотина, которая там дальше пасется, отходы. Совместно с прокуратурой города Сунжи проводились проверки по всей Сунжи. Выявлялись факты по несанкционированному размещению отходов в водоохранной зоне. Этот сброс был выявлен. В отношении администрации было вынесено на должностное лицо 50 тысяч. И такие меры принимали. За этот период, за эту рейдовую проверку было принято. Постоянные рейды, профилактические беседы, составление материалов. Это все помогает, но ненадолго, заявляет городская администрация. В Сунже, по их словам, отсутствуют очистные сооружения и коллекторы. Почему администрация города допускает такие сливы? Сказать, что администрация города допускает, будет неправильно. Периодически проводятся рейдовые мероприятия, мы выявляем какие-то сбросы, мы их закрываем. Где-то с привлечением компетентных органов штрафуем жителей. Но каждый день ходить вдоль всего русла реки физически невозможно. Но в настоящее время, это благодаря работе правительства республики, в ближайшее время эта проблема должна быть решена. То есть в этом году уже начинается реализация проекта, это строительство очистных сооружений в городе Сунжи. Финансирование там порядка около 3 миллиардов рублей. То есть это очистные сооружения, земельный участок под строительство очистных сооружений в городе, на окраине города уже выделен. В этом году начинается первый этап реализации этого проекта. То есть это непосредственно строительство очистных сооружений. Дальше уже будут строиться на территории города канализационные коллекторы. Проект рассчитан на 4 года, но завершить планируют в более сжатые сроки. Хава Гайзекова, Мухаммад Дидигов, Новости 24.